В Сосногорске обсудили проблему распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, в последнее время в Сосногорском районе увеличивается количество преступлений, связанных с оборотом запрещенных препаратов. Вовлечены в них и подростки. В производстве следственных органов Сосногорска находятся уголовные дела о совершении 8 преступлений, совершенных несовершеннолетними. И я говорю о сбытии, о самой серьезной форме преступлений, именно незаконного сбытия наркотических средств. Статья 228.1 Уголовного кодекса России. Так вот, 8 преступлений, и, как правило, я считаю, что в будущем эти преступления будут квалифицированы по одной из самых тяжких частей, то есть 4 части, которая подразумевает серьезные наказания, о которых я скажу. Совершили школьники, подростки 15-16 лет, учащиеся школ города Сосногорска, и, соответственно, сейчас они привлекаются к ответственности. Кроме этого, кроме озвученных мной цифр, в Ухте уже осуждены два подростка сосногорца за сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы в крупном размере. Наказание 4 и 5 лет лишения свободы. Участниками семинара стали сосногорские педагоги и спортивные тренеры. Их профессиональная деятельность связана с подрастающим поколением. Это дает возможность учителям и наставникам вовремя выявить проблему. Для подросткового возраста, для юношества является очень актуальной, наверное, с момента, как эти наркотики вообще появились. Да? Поэтому борьба с этим явлением, таким асоциальным, да, она является, конечно, очень важной частью той работы, которую мы все, кто работает в образовательных учреждениях и в других учреждениях системы профилактики вот этого явления, она является очень важной. Речь практически идет о судьбе молодежи, речь идет практически о судьбе молодого поколения. Поэтому более актуальной задачи, наверное, просто нет. Участникам семинара рассказали о признаках, которые указывают на то, что подросток вовлечен в наркобизнес. В первую очередь это доходы и расходы, которые он не может объяснить. Поэтому нужно держать на контроле финансы подростка, а также тщательно следить, каким программным обеспечением он пользуется. Если человек вовлечен и уже начинает осуществлять преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков в части сбытов наркотических средств, то это в первую очередь появляются финансы, необоснованные и так далее и тому подобное. Лиц, которых мы выявили в этом году, они были очень хорошо финансово обеспечены. Они угощали своих сверстников, то бишь передвигались на такси, посещали различные кафе и тому подобное, носили дорогую одежду. То есть, в частности, тех лиц, что мы задокументировали буквально в августе месяце, они свою, скажем, доход от своего бизнеса, так называемого, они вкладывали в развлечения и одежду. Дорогие телефоны, одежда и так далее. Многие несовершеннолетние распространители наркотиков рассчитывают на свой возраст. Якобы подростку слишком суровое наказание не грозит. Представители правоохранительных органов предупреждают, это не так. Ограничение свободы и пятно на биографии юному продавцу обеспечены. Ответственность за эти преступления наступает с 14 лет. Это особо тяжкие преступления. И назначение какого-то наказания, не связанного с лишением свободы, здесь невозможно. В принципе невозможно. Поэтому попавшие в руки правосудия, в руки правоохранительных органов подростки обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Это очень серьезные преступления. И другого наказания, как лишение свободы и отбывание наказания в воспитательной колонии, не предусмотрено. Здесь надо и думать о последствиях, которые наступают. То есть этот человек уже не сможет никогда работать ни в государственных органах, ни в органах, правоохранительных органах. Кроме того, пятно ложится на всю семью, на будущее детей этого человека. Семинар традиционно прошел в форме диалога. Его участники получили возможность задать вопросы по заявленной теме. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В районной администрации прошло торжественное награждение волонтеров, которые координировали работу уникального передвижного музея «Поезд Победы». В экспозиции запечатлены образы Великой Отечественной войны. Добровольцы получили благодарственные письма из рук главы муниципалитета Сергея Дегтяренко. Музей на колесах, который объехал всю страну, останавливался в Сосногорске в августе. Осмотреть экспозицию гостям помогли 35 волонтеров.
Только благодаря их слаженным действиям за несколько часов стоянки поезда его смогли посетить около 1000 жителей не только нашего, но и соседних районов. Впечатления очень положительные, был набран новый опыт, новые эмоции были получены, очень понравилось. Это непередаваемое чувство, когда ты помогаешь людям как-то ориентироваться в таких моментах. Потому что гид – это не просто пройти, показать тут можно сфотографироваться, это ты рассказываешь о всей истории, проходя через вагоны, который каждый посвящен определенному этапу. Добровольцы выполняли разную работу. Набирали группы, вели экскурсию по вагонам, проводили санобработку помещений и переносили оборудование. Волонтеры у нас проходили трехэтапное обучение. Их обучали мы здесь на муниципальном уровне, то есть рассказывали, как это будет происходить, что будет происходить. Далее у нас стартовало еще 2 обучения, точно так же от региона и уже федеральное обучение, когда ребята, которые принимали в прошлых годах поезд, тоже рассказывали ребятам, как это будет происходить, рассказывали какие-то лайфхаки для себя и как проще все это, так скажем, организовать. Среди волонтеров были и школьники, и работники городских учреждений. Многие вызвались помогать из-за искреннего интереса к поезду Победы. Я занимаюсь волонтерской деятельностью уже 3-й год, и мне это очень нравится, ведь это возможность приносить пользу, возможность участвовать в масштабных проектах, знакомство с новыми людьми, расширение круга общения. Мы участвовали в поезде Победы, это было одно из самых интересных мероприятий. Мы организовывали эту экскурсию, и было очень приятно видеть восторженные взгляды жителей нашего города. После награждения состоялся семинар для координаторов добровольческих объединений района. Речь шла о работе с федеральной интернет-платформой «Добро.ру». То есть здесь у нас собрались кураторы из каждой школы, это и Нижний Одесс, и Войвож. И сегодня мы вот с ними еще раз обсудим саму эту систему, как с ней работать, так, чтобы это было комфортно не только координаторам, но и добровольцам, чтобы они, в принципе, не потерялись в этой большой системе и могли комфортно для себя работать, находить для себя какие-то дела добрые, как-то находить для себя какие-то методические пособия, рекомендации те же, и опять-таки получать свое дополнительное образование. Также на платформе можно найти информацию о федеральных грантах и конкурсах для волонтеров. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский центр коми и национальных культур реализовал очередной проект в рамках народного бюджета. Инициатива получила название «Планета дружбы». На полученные средства было приобретено необходимое оборудование – от мебели до мультимедийной техники. Приобретены столы, стеклянные витрины, стулья для зрительного зала, ноутбуки, музыкальные колонки, микшерский пульт, микрофоны, мультимедийное оборудование, что позволяет проводить различные презентации, демонстрировать мультфильмы для детей, познавательные фильмы для старшеклассников. Также приобретены манекены для диаспор, что позволяет показать красоту национального народного костюма. И вся эта техническая материальная база способствует проведению ярких, красочных мероприятий для населения. Стоит отметить, что это уже 2-й проект, который был реализован Центром коми и национальных культур в рамках программы «Народный бюджет». В прошлом году на полученные средства был сделан ремонт в помещении учреждения. Участие в проекте «Народный бюджет» дает социально-экономический эффект, вовлечение граждан в бюджетный процесс. Дает еще возможность жителям всех муниципальных образований реализовать инициативы по наиболее актуальным проблемам за счет регионального, местных бюджетов, спонсоров и, конечно же, жителей. Это способствует для улучшения работы, для творческих планов. Творческие планы у нас, конечно же, творческий план есть. Мы планируем очень много мероприятий, интересных мероприятий, чтобы наши национальные культурные автономии работали с удовольствием. Приходили жители к нам тоже с удовольствием на мероприятия. Напомним, всего на базе центра сосредоточены 6 национально-культурных объединений. Большое внимание уделяется сохранению традиций и обычаев народов, проживающих на территории Сосногорского района. Так как вот здесь у нас национальный центр, то, естественно, каждая диаспора должна выставить свои национальные костюмы. Костюмы предков, костюмы сегодняшнего времени, может быть и так. Потому что многонациональное государство должно видеть своих предков. Когда закупили манекены, я считаю, это очень хорошее дело, потому что костюм, если повешать на вешалку, не тот эффект. А когда на манекене, это очень красиво, приятно и нормально. Люди сразу видят, впечатление сразу бросается в глаза. Это очень красиво и очень
нужно для людей. Планируют сотрудники Центра Коми и национальных культур принять участие в народном бюджете и в следующем году. Если проект будет одобрен, учреждение приобретет новые концертные костюмы. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сигнал, внимание всем, каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получении этого сигнала. Ежемесячно мы проводим плановые проверки по запуску этого сигнала. Что обозначает этот сигнал? В первую очередь это внимание населения о том, что сейчас должно произойти, и население должно услышать какую-то важную информацию. После того, как население, люди, услышав сигнал, немедленно надо включить радио и телевизионные трансляторы и прослушать сообщение. Обычно это сообщение проходит по несколько раз. Полученную информацию по возможности передать ближайшим соседям, если вы на работе, сослуживцам, и обязательно соблюдать спокойствие и порядок. Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги или по возможности еду на одни сутки.